Они героически сражались на фронтах одной из самых жестоких войн прошлого столетия, но только сегодня, спустя почти 70 лет, обрели покой. Останки 32 солдат Красной Армии предали земле. Чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, приехали представители местной власти, историки и общественные деятели. В первую очередь они возложили цветы к обелиску воинов, которые не позволили гитлеровской армии завладеть южными воротами страны. Мы здесь сегодня спокойно, в свободной Чеченской Республике стоим, а в сентябре, август-сентябрь 1942 года все небо здесь было в самолетах, в которые фашистские, советские летчики сталкивались в небе над Грозным. Когда не смогли взять Грозный, настолько ожесточенные здесь были бои, мы стоим на земле, телами которых советских солдат были усеяны от поля, которые рядом с нами. Всем, кто принимает участие, от школьников до депутатов парламента здесь, я вас всех благодарю и выражаю вам эту благодарность от имени главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Это уже второе захоронение воинов Советской армии. В прошлом году здесь предали земле останки 82 солдат. Сегодняшняя дата оказалась не случайной. Отныне 15 декабря объявлено Днем памяти погибших солдат. В 2013 году, в декабре месяце, 15 декабря, указом главы Чеченской Республики была утверждена памятная дата День освобождения нынешней территории Чеченской Республики от немецко-фашистских захватчиков. Данная дата была утверждена по доказательствам, которые были получены в результате поисковых работ на территории Наурского и Шелковского района. Работы по поиску без вести пропавших на территории Наурского и Шелковского районов ведутся уже второй год. Раскопки ведет Всероссийский поисковый отряд «Терек». В группе есть и старшеклассники местной школы. Бываем, что находим блиндажи, разные окопы. Бывает так, что в одном блиндаже 3 солдата, 4 солдата. У каждого погиб дед, может быть, прадед на этой войне. Я не могу вам так прямо сказать. На мой взгляд, так нельзя оставлять людей, пропавших без вести. Останавливать работу поисковики не намерены. Именно в этих стратегических районах шли ожесточенные бои. Героев Великой Отечественной, освободивших страну от фашистов, должны знать по именам. Аза Исаева, Динара Мурадова, Адам Чукуев, Ибрагим Налаев. Новости.